Сделаю короткие ответы на невежественные комментарии не очень образованных людей. Первое. Научно-литературный термин «чын-чуваш» в переводе «настоящие» или «истинные чуваши» возник еще в XIX веке и обозначал некрещенных чуваш «тене кемен чувашсем». Этот термин не нес и не несет никаких дискриминационных, расовых или иных признаков. Это всего лишь определение религиозной принадлежности части чуваш. Так же, как, например, буддист, иудей, христианин, кстати, протестант или католик, мусульманин, шиит или суннит и так далее. Поэтому абсолютно некорректно этот научно-литературный термин сравнивать с более поздним лженаучным термином «истинные арийцы». Второе. Также абсолютно некорректно и неправильно применять приставку «нео» от греческого «новый» по отношению к носителям традиционных верований народов Поволжья и Сибири, к примеру, марийцев, чуваш, якут и других, так как их родные верования этих народов полностью никогда не прерывались. В отличие от русских славянских народов, крещенных 1000 лет назад, основную массу чуваш номинально крестили лишь в середине XVIII века, при том, что тысячи чуваш так и оставались в своей родной вере, и десятки тысяч были в двоеверии, как на территории Чувашской республики, так и в Татарстане, Самарской и Ульяновской областях. Более того, чувашская традиционная вера хорошо изучена, и, как пишут доктор исторических наук Салмин и другие, по чувашской традиционной вере накоплен богатый фактологический материал. Опять-таки, в отличие от русско-славянских верований, где очень многое безвозвратно утеряно, несмотря на попытки изучения и сохранения этого наследия академиком Рыбаковым, фольклористом Фоминицыным и другими. Поэтому, если по отношению к русско-славянским родноверам еще и возможно применять приставку «неу», то истинные природные верования народов Поволжья и Сибири являются традиционными, народными. Ватызень ела ерги. И в завершение обращение к единому Богу. Ширлах асладура, эбир пурде санын ачузем, саназынатпыр, виденетпір, сан хүкінже, шакшут тенжере пурынатпыр.